ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا набия ба'даху. Вся хвала принадлежит Аллаху Субханаху ва Тааля. Его мы восхваляем, и к Нему наше возвращение, наше приветствие пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, его семье, праведным предшественникам и всем тем, кто до судного дня находится на истинном пути. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха, дорогие братья и сестры. Рамазан Карим, Рамазан Мубарак. Пусть этот месяц, Рамазан, станет для нас всех благодатным. Пусть Всевышний Аллах примет наши посты, благодеяния. Пусть каждому воздаст за его старания. Аллах Азза ва Джаль по своей милости ниспослал нам, мусульманам, в этот благодатный, благословенный месяц священный Коран. Аллах Азза ва Джаль в суре Бакара 185 аятах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Шахру Рамадан аллази унзила фихи аль-Курану худан линнаси ва байинатин миналь худа валь фуркан». Всевышний Аллах ниспослал в месяц Рамазан священный Коран как руководство для мусульман и явные знамения для понимающих. Аллах Азза ва Джаль по своей милости, также по своей мудрости, каждому пророку ниспосылал Коран с определенными условиями и с определенным циклом ниспосылания аятов. Так, например, в сборнике хадисов имама Ахмада, рады Аллаху анху, приводится хадис, что Ибрахим, алейхиссаляту вассалям, принял свитки сухуф в первую ночь месяца Рамазан. Таурат, Тора, была ниспослана в шестую ночь месяца Рамазан. Также Инджиль, Евангелие, была ниспослана в 13-ю ночь месяца Рамазан. Священный Коран был ниспослан в ночь последней декады месяца Рамазан. Многие спрашивают, почему же, как и предыдущим пророкам, как Муса, алейхиссаляту вассалям, священная книга не была ниспослана разом. На это Аллах Всевышний в суре Аль-Фуркан в 32 аяте говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва каля аллазина кафару лаула нуззила алейхи аль-Курану джумлатан вахида. Казалика лунусаббиту бихи фуадак. Вараттальнаху тартиля». И сказали те, которые стали неверными: «О, если бы мы получили, если бы был ниспослан ему, то есть пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, священный Коран за один раз, а не частями, как были ниспосланы Тора, Псалтырь и Евангелие», Аллах отвечает: «Так мы ниспослали Коран по частям для того, чтобы укрепить им, таким ниспосланием, твое сердце», то есть сердце Мухаммада. И прочитали мы его по порядку, то есть аят за аятом. Ниспосылали мы его по порядку аят за аятом. Всевышний Аллах по своей мудрости пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в течение его жизненного пути, в течение 23 лет ниспосылал Коран. Это мудрость Всевышнего. «Инна анзальнаху фи лейлати мубарака, инна анзальнаху фи лейлати л-кадр». Аллах ниспослал из лавхуль махфуза в Байтуль-Изза, первое небо, посредством Джибраиля, алейхиссаляту вассалям, весь Коран. И в течение 23 лет пророк, алейхиссаляту вассалям, исходя из ситуации, принимал аяты Всевышнего, заучивал, следовал, практиковал эти аяты, вводил их в обыденный жизненный быт сподвижников, которые окружали на то время пророка, алейхиссаляту вассалям. И после того, как они укреплялись в этом, пророк принимал посредством Джибраиля, алейхиссаляту вассалям, новые
постулаты, повеления Всевышнего Аллаха. Также и мы. В этот месяц, благословенный месяц, месяц Рамазан, которым был ниспослан Коран, и который Аллах обязал нам пост в этот месяц, мы должны поститься в этот месяц, стараться быть больше в благодеяниях. Так как этот месяц, месяц Корана, месяц ниспослания Корана, давайте же и мы постараемся уделить должное внимание чтению, заучиванию, пониманию священного Корана. На сегодняшний день есть для этого все ресурсы. Слава Всевышнему! По милости Духовного управления мусульман Республики Татарстан издал смысловой перевод священного Корана на 2 языках, на русском, на татарском. Также для тех, кто знает арабский язык, хотя бы один раз в месяц мы должны прочитать его в оригинале, в арабском языке. Так как пророк, алейхиссаляту вассалям, всем нам известном хадисе говорит, за каждое чтение буквы человеку, мусульманину, записывается 10 аджр савабов. Алифун харф, лямун харф, мимун харф, как пророк говорит. То есть за каждые 10 аджр савабов. Это только за прочтение Корана. В конце хотел бы вспомнить изречение пророка, алейхиссаляту вассалям, в котором говорится: в судный день перед Всевышним будут припираться молитва и Коран. То есть молитва того человека, который читал намаз, молитва того человека, который читал его, то есть читал Коран. Молитва и Коран. Намаз скажет, молитва скажет: о Всевышний, этот человек ночами не спал, поклонялся тебе, был искренним в своих молитвах. Так дай же мне шафаат, заступничество за этого человека в тот день, когда ты дал разрешение заступаться в судный день. Коран скажет: этот человек не терял время напрасно, читал Коран. Этот человек уделял должное внимание твоим словам, старался внимать в твои слова, в твои повеления, которые ты повелел нам. Так дай же мне за этого человека заступничество. Дорогие братья и сестры, не надо упускать данную Всевышним нам возможность в этот благословенный месяц, месяц Рамазан, в эти благословенные ночи, мы приближаемся сейчас к последней декаде месяца Рамазан, проводить их в намазах, в молитвах, проводить их в чтениях Корана. Пророк, алейхиссаляту вассалям, в последние 10 дней натягивал одежду, поясницу, завязывал себе живот, чтобы, имеется в виду, он максимально готовился к последним 10 ночам Рамазана, так как в этом плюс огромная милость от Всевышнего – это ночь предопределения. Если мы, будучи мусульманами, сможем попасть в эту благословенную, благодатную ночь предопределения, то мы с вами самые счастливые люди. Не забывайте и нас в своих добрых молитвах. Пусть Аллах даст каждому из нас благоразумие. Пусть Аллах даст нам возможность оказаться в этом благословенной ночи Лейлатуль Кадр. Пусть Аллах примет наши посты, намазы, чтение Корана и благодеяния. Пусть Аллах сделает нас людьми, которые следуют прямому пути, священному Корану, и всегда благодарят Всевышнего за его ниспосылание. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر الجماعة المسلمين إنه هو السميع العليم الجواد الكريم السميع الدعاء العظيم اللهم يسر ولا تعسر رحمة